Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Об итогах курортного сезона президент принял министра по курортам и туризму. Продегустировали, понравилось. Гости из Крыма посетили Сухумский молочный завод и предприятие вина и воды Абхазии. Театр абсурда о противоречиях в Абхазском государственном драматическом театре. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел встречу с министром по курортам и туризму Автандилом Гарцке, который отчитался об итогах курортного сезона. Глава государства обозначил приоритетные задачи для дальнейшей работы ведомства. Репортаж Алики Трапш. Как отметил министр по курортам и туризму Автандил Гарцке, курортный сезон, на который большинство жителей Абхазии всегда возлагают большие надежды, в этом году начался не очень хорошо. Причиной этому стал проходивший в это время в России чемпионат мира по футболу. Однако после окончания Мундиаля, а также в сентябре и октябре, количество туристов, посетивших Абхазию, заметно увеличилось. По данным Министерства по курортам и туризму, на 1 ноября нашу страну посетило около 1 миллиона туристов. В это количество миллион входит те люди, которые приехали к нам с целью отдыха и отдыхали у нас в стране, до 550 тысяч. В эту цифру входит также численность экскурсантов, посетивших с однодневным визитом 450 тысяч. Автандил Гарцке также отметил, что на сегодняшний день в Абхазии 426 объектов размещения туристов. В них 25 310 койко-мест. По словам министра, во всем мире наиболее доходным считается лечебно-оздоровительный туризм, основанный на курортологии. Автандил Гарцке выразил надежду, что в скором будущем мы сможем предложить нашим гостям и этот вид отдыха. Президент Рауль Хаджимба подчеркнул, что для привлечения туристов в Абхазию в первую очередь необходимо решить вопросы безопасности, а также улучшения качества предоставляемых услуг. Хотел бы акцентировать ваше внимание на то, что качество обслуживания, которое мы предоставляем, и как результат человек, увидевший качество низкое или лучшее, которое может или оттолкнуть, или привлечь человека. Заметное увеличение количества туристических объектов в Абхазии не может не радовать. Однако при этом необходимо проследить и за системой налогообложения, подчеркнул президент. Нам нужно еще и уделить внимание в плане налоговых платежей. Вы должны быть четко взаимосвязаны с налоговыми структурами. К сожалению, здесь есть определенные пробелы. И мы говорили об этом буквально на последнем совещании с руководителями структур, которые должны в этом направлении очень четко и жестко работать. Рауль Хаджимба отметил необходимость соблюдения санитарных норм на объектах общепита и размещения туристов и обеспечения гостей местными продуктами питания. Обеспечивать наших гостей, прибывающих в туристические наши объекты, нашими продуктами питания. Мы не раз об этом говорили. Наши продукты питания, наши овощи, все эти необходимые товары, продукты, которые должны быть представлены туристу, ни в чем не уступают заграничным. Президент отметил и необходимость контроля за обеспечением порядка на КПП ПСО. Ведь от того, как государственная граница встретит гостей Абхазии, зависит имидж всей страны. Алика Трапш, Роберт Ломи, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. В Сухуми состоялось заседание межправительственной комиссии Абхазии и Крыма, на котором был подписан план мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Крым на 2018-2021 годы. Свои подписи под документами поставили первый вице-премьер правительства Абхазии Даур Аршба и заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов. План на 12 страницах, рассчитанный на 3 года, не общее рамочное соглашение. Он предусматривает конкретные действия. В нем охвачены практически все вопросы взаимодействия между Абхазией и Крымом в рамках работы совместной комиссии двух республик. Переговоры межправкомиссии Абхазии и Крыма, которые проходили в течение 2 дней, были интересными и конструктивными, отметил после подписания зампред Совета министров Крыма Георгий Мурадов. Утвержден большой 3-летний план работы на 19-21 годы, который предусматривает и работу в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, культуры, образования, молодежи, спорта, все отрасли, которые затрагивают жизнь людей. В торговле речь идет о повышении объемов поставок
абхазского сырья, в частности инертных материалов, для больших строек в Крыму. А это, вы знаете, железнодорожный мост. У нас завершается строительство в следующем году. Это крупная федеральная трасса Таврида. Мы говорили о том, чтобы поставлять сельскохозяйственную продукцию, южные фрукты, которые здесь, в Абхазии, на благодатной земле прекрасно произрастают, к столу наших крымчан. Безусловно, представляют интерес и сотрудничество в сфере торговли промышленными товарами. В Крыму работает немало промышленных предприятий, которые производят, например, бытовую технику, сварочную аппаратуру, аппаратуру, необходимую для железных дорог. У нас производятся маломерные, крупногабаритные корабли, суда, которые для морской страны, как Абхазия, всегда тоже востребованы. А после церемонии подписания члены делегации Межправительственной комиссии Республики Крым, заместитель министра промышленной политики Ян Латышев и заместитель министра экономического развития Светлана Сирота посетили Сухумский молочный завод и предприятие винной и воды Абхазии. О том, что говорят гости из Крыма об абхазской продукции, в репортаже Саида Джарсалия. Члены межправительственной делегации из Крыма посетили Сухумский молочный завод. Гостям показали цеха с новейшим российско-итальянским оборудованием, где производят кисломолочные продукты, такие как кефир, сметана, мацони и сыр. Как рассказали технологи, завод соответствует всем современным требованиям. Гордостью предприятия является дорогостоящая лаборатория, в которой производится физико-химический и микробиологический контроль качества продукта. Технологи не стали раскрывать все секреты производства кисломолочных продуктов, но заверили, что главная ставка – это высокое качество продукции без консервантов, доступные цены и широкий ассортимент. Чтобы гости сами убедились в этом, им предоставили возможность продегустировать продукцию завода. У меня только самые положительные впечатления от посещения. Будущее однозначно есть. И попробовав продукцию этого завода, она действительно по качеству, по вкусовым характеристикам достойна находиться в одном ряду и с другими производителями. Это конкурентная продукция однозначно. Уверена, что местные жители уже полюбили эту продукцию, как вот полюбила ее я. Это я вам говорю искренне, честно, потому что все, что попробовала, все очень достойно. Затем члены делегации межправительственной комиссии посетили предприятие вины и воды Абхазии. Главный винодел Валерий Авицбе показал гостям основные отделы винзавода и рассказал о поэтапной работе каждого из них. Гости также побывали в лаборатории, в которой работают специалисты с высокой квалификацией. Виноделы отметили, что предприятие ведет большую работу по воссозданию абхазских аборигенных сортов винограда, тем самым возрождая традиции абхазского виноделия. Мощное современное предприятие с широким ассортиментом замечательной продукции. При том, что современное предприятие, судя по тому, что мы здесь увидели, сохраняются традиции виноделия, производится действительно вино с большой буквы. И здесь гости продегустировали известные марки абхазских вин. С нашими коллегами, представителями экономических ведомств Республики Крым в рамках такой практической части нашей работы решили показать им наши ведущие промышленные предприятия. Посетили винзавод и посетили молочный завод. Коллегам очень понравилось. Мы на самом деле находим много параллелей, что у нас и по основным направлениям экономического развития и примерной сферы у нас очень много общего, есть общие проблемы. Также обсудили какие-то пути, как можно эти проблемы преодолевать путем совместной плодотворной работы. Заместитель министра экономики Баталтарба также отметил, что помимо встречи и продуктивного диалога с коллегами из Крыма, посещение ведущих предприятий Абхазии дало положительный результат. Гости смогли оценить качество продукции. Саид Джарсалия, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. На 62-м году жизни скоропостижно скончался известный абхазский языковед, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Ахзапша третьей степени, кандидат филологических наук Борис Джонуа. Ученый внес значительный вклад в исследование современных проблем абхазского и кавказского языкознания, составление словарей, учебных пособий для абхазских школ. Борис Джонуа – автор многих научных работ, в их числе и русско-абхазский словарь. С 1986 года
по настоящее время работал в отделе языка Абхазского института гуманитарных исследований. Участник международных симпозиумов кавказоведов. Уход из жизни Бориса Джонуа – тяжелая утрата не только для его родных и близких, но и для всей абхазской науки, подчеркивают друзья ученого. Скоропостижно ушел из жизни наш друг, известный лингвист Борис Георгиевич Джонуа. Его уход из жизни – это большая потеря не только для коллектива Абхазского института, но для всех ученых Абхазии, для всего абхазоведения, а еще шире для лингвистической науки в целом. Мне сложно говорить в прошедшем времени о Боре Джонуа, но то, что он сделал, это неоценимо. В лингвистике все его работы написаны на высоком профессиональном уровне. Его словари, которые он составлял сам или в соавторстве с другими коллегами, являются настольной книгой для всех, кто занимается абхазским языком. Он был человек очень скромный, спокойно своим делом занимался. И никто не думал, что вот так вот неожиданно, скоропостижно оборвется его жизнь. Мы все скорбим по поводу ухода его из жизни. В связи с кончиной Бориса Георгиевича Джонуа премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение о создании комиссии по организации похорон. Руководитель комиссии – советник президента Владимир Зантаря. Как сообщает правительственная комиссия, церемония прощания с Борисом Джонуа состоится 18 ноября в 11 часов в Доме учителя в Сухуме. В последние дни обострились противоречия между Абхазским государственным театром имени Чанба и Государственным молодежным театром. Актеры молодежного театра выразили свое несогласие с решением администрации Абхазского драмтеатра отвести сцену под выступление молодежки в нетеатральный, с их точки зрения, день понедельник. Разногласия вылились в акцию протеста актеров молодежного театра на площади перед драмтеатром. На пресс-конференции в Арс Мира руководители обоих театров имели возможность высказать свое мнение о сути и разрешении конфликта. Генеральный директор Абхазского драмтеатра Надар Чанба назвал ситуацию театром абсурда. Неординарный случай, когда один творческий коллектив мешает проведению мероприятия, скажем, в данном случае спектакля, другому творческому коллективу. Конфликт это вообще имеет абсурдную основу. Есть решение комиссии. Молодежному театру, Абхазскому театру рекомендовано дать понедельник. И на этой основе я послал проект договора молодежному театру, в котором прописано, вам предоставляется понедельник. Никакого ответа до сих пор нету, есть просто устно. Они уже лично со мной не разговаривают. Ну, как вы понимаете, особой страсти с моей стороны тоже нету, потому что это постоянное унижение и непонимание. Ну, просто разговоры доходят до меня, что «а мы не согласны». И вот на этом аргументе они проводят митинги, попытки срыва и так далее. Еще в четверг, 15 ноября, труппа молодежного театра собралась у Абхазского драмтеатра с намерением показать спектакль «Требуется лжец». Их в здание не пустили. Протестная акция длится уже вторые сутки. Актеры молодежки предлагали выступать на сцене Абхаздрамтеатра по понедельникам и пятницам, но их это не устраивает. Директор Абхазского государственного молодежного театра Аслан Еник рассказал журналистам, почему труппа театра не соглашается играть спектакли по понедельникам, и высказал мнение, что в споре Абхазского и молодежного театров за сцену будет компромисс. Как известно, понедельник во всем мире как традиция выходной день. И как у Абхазского драматического театра. Мы тоже хотим соблюдать такие традиции. Если касается, вот скажем, продажи билетов, по понедельникам это считается тяжелый день, людей собирать очень тяжело.
Если, вот скажем, вторник, среда и четверг, это обычно будние дни, когда можно администратору ходить и распространять билеты. А пятница это у нас, вы прекрасно знаете, что рабочий день короткий, и обычно все разъезжаются по деревням, и тоже очень трудно реализовать билеты. Компромисс мы тоже хотим найти с драматическим театром, но те, которые условия они нам предоставляют, нас вынуждают не соглашаться с теми условиями. О принятом соглашении правительственной комиссии, созданной с целью разрешения конфликтной ситуации, рассказал нам в интервью заместитель министра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Беслан Гурджуа. В 2014 году государство предоставило статус, правительство, государство предоставило статус государственного театра труппе молодежи. Это было сделано в целях развития молодежной культуры. Было принято решение создать государственный молодежный театр. Было определено, что государство берет на себя расходы по заработной плате, по всем техническим параметрам, необходимым для работы театра. И расходы на театр составляли и составляют около 6 миллионов рублей ежегодно. Из них государство 600 тысяч тратит на аренду репетиционной базы молодежного театра. Для предоставления спектаклей было принято решение предыдущим руководством Государственного драматического театра Минкульта выделить молодежному театру сцену в Абхазском драматическом театре для спектаклей. Они выступали там на протяжении нескольких лет, успешно, хорошо. Руководство театра решило привести в юридическую норму соглашение о взаимоотношениях между абхазским драматическим и молодежным. Это решение они не смогли прийти к одному мнению. Тогда этим вопросом опять возникла необходимость вынести ее на комиссию. Комиссия очень внимательно, долго выслушивала одну сторону, вторую, оценивала. Все-таки, исходя из приоритета, так как основным культурным учреждением культуры и главным театром страны является Абхазский драматический театр. Мы посчитали, что то, что предлагает Абхазский драматический театр, наверное, единственно возможным, и определили день выступления для молодежного театра понедельник. Если отвечая, какой выход из этой ситуации, я думаю, надо прийти к соглашению и постараться принять молодежный театр, что Абхазский драматический театр не против выступления. Он предлагает то, что на его взгляд и на взгляд комиссии он может предоставить. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни в Абхазии будет облачно с прояснениями. В субботу временами дождь, в воскресенье преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем 10-15 тепла. Температура морской воды плюс 17. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.